В эфире Абхазского телевидения информационный выпуск Амшикшара. Здравствуйте. В феврале 2017 года президент внес на рассмотрение парламента кандидатуры на должности судей, предоставленные блоком оппозиционных сил. Один кандидат был избран судьей. 30 мая другая кандидатура возвращена парламентом по причине несоответствия установленным критериям. В соответствии с соглашением об общественно-политической стабильности, подписанным 19 декабря 2016 года президентом Абхазии Раулем Хаджимбой и блоком оппозиционных сил, 31 мая Рауль Хаджимба по предоставленному предложению блока оппозиционных сил направил в парламент предложение об избрании судьей Конституционного суда Абхазии Сафарбия Миканба. Об этом сообщает пресс-служба президента Абхазии. Президент Рауль Хаджимба провел рабочее совещание с членами энергетической комиссии. В ходе встречи обсуждались вопросы реструктуризации задолженности за потребляемую электроэнергию, возможности списания инкассовых поручений РУП «Черноморэнерго», восстановления перепадных ГЭС, а также возможные пути повышения собираемости платежей за потребление электроэнергии. В ходе следующего совещания члены комиссии представят главе государства план работы по этим вопросам. Об этом СМИ сообщила пресс-секретарь президента Нала Авицба. В Министерстве обороны прошел концерт эстрадной группы «Александров парк» академического ансамбля песни и пляски российской армии имени Александрова. Концерт прошел в рамках памятных мероприятий, посвященных музыкальному деятелю, начальнику военно-оркестровой службы Вооруженных сил Российской Федерации, главному военному дирижеру Валерию Халилову. На импровизированной сцене актового зала Министерства обороны выступило около 20 артистов. Программа концерта включила в себя военные песни «Смуглянка», «Дорожка фронтовая», «Севастопольский вальс», а также множество других солдатских песен. На концерте было сказано много теплых слов о Валерии Халилове и его особенном отношении к Абхазии. Он же часто приезжал сюда со своими оркестрами и сотрудничал здесь, оркестровую службу тоже восстанавливал, можно сказать, возрождал. Вот. И он очень любил Абхазию, очень любил, и часто здесь бывал со своим коллективом, и руководил оркестром 7-й базы. Телемост Сухум-Ялта с победительницей вокального шоу телеканала НТВ «Ты супер» и уже участницей нового конкурса «Детская новая волна-2017» Валерией Адлиба прошел в пресс-центре «Спутник Абхазия». Тему продолжит Дениза Гергия. Право на участие в финале международного конкурса молодых исполнителей популярной музыки «Детская новая волна» дано Валерии Адлибе. Сам маэстро российской эстрады Игорь Крутой пригласил победительницу шоу «Ты супер» Валерию Адлиба принять участие в «Детской новой волне-2017». Буквально на второй день после оглушительного успеха Лера вылетела в Ялту. Там ее уже ждали. Участники конкурса проявляли особый интерес к певице из Абхазии, ведь она совсем недавно стала лучшей по версии главного вокального конкурса России «Ты супер». Ну да, меня тут поздравляли, фотографировались со мной, поздравляли с победой. Будучи общительной, Лера сразу завела себе новых друзей. Она быстро адаптировалась в новом коллективе и уже приступила к репетициям. Я познакомилась с многими ребятами из разных стран, которые будут участвовать в детской новой волне. Они тоже все очень талантливые, все прекрасно поют. Лера с детства любила петь, но профессионально стала заниматься вокалом только год назад. Она всегда мечтала выступить на большой сцене. И вот заветная мечта сбылась. Человек, обладающий врожденным талантом, испытывает величайшее счастье, когда использует этот талант. Соотечественники Валерии Адлиба гордятся ею и от всего сердца желают новых побед. 10-я юбилейная детская новая волна-2017 пройдет 31 мая и 1 июня в Артеке в городе Ялта. Возраст участников музыкального конкурса от 8 до 12 лет. Зрители увидят конкурс в эфире НТВ 10 июня. Информация о том, какую песню исполнит наша соотечественница Валерия Адлиба, пока хранится в секрете. Дениза Гергия, Тимур Гогохи, Абхазское телевидение. Итоги второго этапа конкурса на лучшую идею скульптуры АПА подвела компания «Амобайл». В финал прошли 3 проекта. Подробности расскажет Алика Трапш.
Совместная работа Тимура Зухба и Кнарика Гачана по итогам интернет-голосования в конкурсе набрала 12,1% голосов и заняла 3-е место. Скульптура представляет собой металлоконструкцию. Боковая сторона букв красного цвета, подставка бело-зеленая. Выбранная палитра символизирует цвета абхазского флага. На буквы предполагается нанести изображение старого Сухума. Тимур Зухба, тренер по шахматам, не имея никаких художественных навыков, решил принять участие в конкурсе сотовой компании Amobile, потому что ему искренне хотелось сделать что-то полезное для своего любимого города. Долго думали. Изначально у нас был другой вариант, совершенно другой вариант, но потом постепенно пришли вот к этому, на наше мнение, более простому варианту. Тот первый вариант был намного сложнее, конструктивно, и нам казалось, что менее выполнимым. Ну и вот поучаствовали и прошли финал. На 2-м месте работа молодого архитектора Аэлиты Амичба, которая набрала 12,8% голосов. Современная скульптура выполнена в красно-белых тонах. По задумке автора, на фоне силуэта карта Абхазии. 2 руки бережно держат название столицы. Самое большее количество голосов было отдано работе молодого архитектора Наалы Ломья – 13,8% голосов. Каждая буква скульптуры АПА олицетворяет одну знаменитую достопримечательность города. Директор департамента маркетинга компании Amobile Марта Тужба рассказала журналистам, почему именно их сотовая компания решила подарить столице новый символ. Еще в прошлом году на монументальной комиссии, чему свидетельствует протокол этой комиссии, мы взяли на себя обязательство подарить городу еще одну скульптуру. Поэтому в этом году мы выполняем свои обязательства. С нашей стороны организация этого процесса и все финансовое бремя. Администрация города Сухум предложила 3 локации для установления скульптуры АПА. Платформа ГУМа, парк у мэрии столицы, набережная Диоскуров. Больше никакие варианты расположения скульптуры рассматриваться не будут. 3-й этап конкурса – это подготовка работ к монументальной комиссии. Именно она решит, какая из скульптур будет установлена в Сухуме. Заявки на участие в конкурсе принимались с 27 марта по 15 мая. За этот период было выслано 68 работ. Открытое интернет-голосование проходило с 18 по 25 мая. Всего поступило свыше 2200 голосов. Компания Amobile заверила, что если жители других городов тоже захотят подобную скульптуру у себя, то они готовы рассмотреть их предложение. Алика Трапш, Тимур Гугохия, Абхазское телевидение. Прошла ознакомительная конференция творческого центра «Дар». На конференции были презентованы работы сотрудников центра, а также представлены основные направления, в которых в будущем будет работать организация. На конференции побывала Сария Смар. Центр «Дар» направлен на духовно-нравственное развитие личности, эстетическое воспитание и образное мышление. Это возможность увидеть мир по-новому, говорят его организаторы. Сегодня Центр сотрудничает с высококвалифицированными специалистами разного направления. Это и психологи, и предприниматели, и творческие люди разной направленности, а также представители оздоровительных программ. Свою работу Центр начал осуществлять совсем недавно. Теперь каждый желающий может прийти и выбрать для себя мастер-классы по предпочтениям. В творческом центре мы действительно хотим сделать и курс обучающий, и не один, чтобы и была взрослая группа, и были детские группы. Потому что, когда вы посмотрите те вещи, которые уже предлагаются на обучение, и дизайном заняться тоже у нас есть уже, у нас есть много в планах. Только вот сейчас для начала мы бы хотели начать с того, что интересно самим сухумчанам. Медея Лагвилава делает ручные поделки уже несколько лет. Свое истинное призвание девушка нашла именно в этом. Она часто выставляет свои работы на всевозможных ярмарках. Медея признается, работа в центре «Дар» – это возможность приобщать других людей к искусству. Попала я благодаря Светлане, благодаря ее приглашению и, наверное, благодаря своей творческой наклонности, любви к искусству, к рукоделию, к различным ремеслам. И все сложилось так благоприятно для меня и для центра, что я участвую в этом прекрасном, благородном, можно сказать, творческом проекте.
На сегодняшний день Центр «Дар» только начинает набирать известность среди населения. По словам его руководителей, общественность уже интересуется возможностью принять участие в тех или иных мастер-классах и семинарах. Еще одна организация, которая будет сотрудничать с ними, это Центр здорового питания Good Choice. Good Choice работает на абхазском рынке всего 3 месяца. За это время организация зарекомендовала себя как поставщик здоровой и диетической пищи. Наступило то время, когда здоровый образ жизни, спорт и правильное питание стало важной составляющей в жизни современного человека. И вот, идя в ногу со временем, мы решили создать в Сухуми компанию по приготовлению и доставке правильного питания. У нас также есть лечебно-оздоровительное питание, фитнес, спортивное питание, вегетарианство. Нас пригласили, потому что это тоже своего рода сотворчество. Мы делаем что-то во благо людей, для людей и хотели бы продолжать в том же духе. Все, кто сегодня присутствовал на ознакомительной конференции, отмечали, насколько важно создание центра, где у людей будет возможность заниматься любимым делом. Гости конференции отмечали, что каждый из них выделил для себя темы, которые ему интересны, и он хотел бы посетить в будущем. Мне очень нравится, что вот в одном месте будет собрано несколько направлений, по которым будут работать специалисты, которые знают свое дело. Очень интересные направления. Это handmade, это правильное питание, это работа с детьми и массажист. Да? То есть я думаю, что и взрослые, и дети почерпнут там очень много важного и полезного для себя. Я обязательно приведу своих детей обязательно. И я думаю, прямо на плодотворное такое длительное сотрудничество мне очень нравится. Центр «Дар» откроет свои двери для всех желающих уже 1 июня. В центре пройдут семинары под общим названием «Помоги себе сам». Семинары нацелены на оказание психологической помощи людям, оказавшимся в сложной жизненной ситуации. Зария Смыр, Михаил Братухин, Абхазское телевидение. Около 200 детей приняли участие в празднике детства, организованном командованием российской 7-й военной базы в Абхазии и сотовой компанией «Амобайл». Праздник, в котором приняли участие дети из семей военнослужащих и жителей города Гудаута, приурочен ко Дню защиты детей. Подробности в материале Саида Джерсалия. Смех и улыбка ребенка всегда обезоруживают и вызывают теплые чувства. Праздник целиком и полностью посвящен маленьким жителям этой планеты. Для них в преддверии Международного детского праздника на территории российской 7-й военной базы в Гудауте прошло праздничное мероприятие. Программа включала различные развлекательные конкурсы для детей и взрослых. Основными участниками программы состязательных и развлекательных конкурсов стали около 200 детей из семей военнослужащих военной базы и Гудаутского района. Дети – это самое главное, все, что есть у человека, это наше будущее. Поэтому праздник данный, который здесь сегодня нам устроили, очень нравится, детям очень весело проводить время. Детской радости не было предела. Персонажи мультфильма развлекали детишек танцами и песнями. Проводились интерактивные игры. Я считаю, что такие мероприятия нужно устраивать почаще, для того, чтобы дети могли проводить больше времени вместе, знакомиться. У нас сегодня прекрасное настроение. Для детей устроили очень хороший праздник, много развлечений, детям интересно. Военный оркестр наигрывал популярные детские мелодии. Ребятишки с большим интересом наблюдали за музыкантами. Детский хореографический ансамбль «Адац» исполнил абхазские и осетинские танцы. Празднику радовались не только дети, но и взрослые. Я считаю, что нужно такие праздники делать чаще, чтобы дети видели, развивались, и жены, и мужья отдыхали. Приятный праздник, все очень замечательно, хорошая программа, очень красивые танцы. Дети, если видят, могут дальше в дальнейшем заняться этими же танцами. Это хорошо для развития. По словам заместителя командира 7-й военной базы по работе с личным составом Игоря Федорова, детский праздник руководство военной базы проводит ежегодно. А в этом году, благодаря сотовой компании «Амобайл», мероприятие стало еще масштабнее. Дети – это самое главное наше богатство. Взрослые люди живут ради своих детей. Должны передать им самые лучшие свои качества, как родители. А детям мирного неба над головой, счастливого детства и как можно дольше оставаться детьми. В конце мероприятия все маленькие участники из полевых солдатских кухонь могли отведать гречневой каши. Сегодня мы начнем готовить детям кашу.
чай, чтобы они пообедали и после этого уже приступили к сладкому столу. Мы планируем накормить в районе 1000 человек, в зависимости от желающих. После обеда спонсор подготовил для детишек напитки, сладости и мороженое. Праздничное мероприятие для детей было организовано командованием военной базы и различных творческих коллективов Абхазии и России при финансовой поддержке сотовой компании «Амобайл». Саид Джарсаля, Беслан Джинджоля, Абхазское телевидение. И о погоде. По сообщению гидрометеослужбы, в Абхазии ожидается облачная погода с прояснениями. Ночью и утром местами кратковременные слабые дожди. Днем преимущественно без осадков. Температура воздуха ночью плюс 15-17, днем плюс 24-26 градусов. Информационный выпуск завершен. Я прощаюсь с вами. До встречи в эфире.